Сказание о Манасе. Книга первая, вторая серия. Кыргызский героический эпос «Манас». Источником вдохновения данного проекта является книга академика Юнусалиева «Болото Мураталиевича», вторая серия. Исторический фон поэмы «Семетей» соответствует примерно периоду джунгарского нашествия 16 по 18 веков. Действие происходит в пределах Средней Азии. Любимые герои также становятся жертвой несправедливости. Однако виновниками их гибели оказываются не наземные захватчики, а внутренние враги и предатели, узурпаторы, ставшие деспотами своего народа. Жизнь требовала продолжения борьбы с внутренними врагами. Этому и посвящена третья часть трилогии поэмы «Сейтек». Сказание о Манасе. Здесь завершается восстановление справедливости и свободы. Именно в этом высокой и благородной цели защита Родины от иноземных захватчиков и избавление народа от иго деспотов основная идея трилогии «Манас». Первая часть трилогии поэма «Манас» начинается с описания страшного народного бедствия, явившегося следствием вероломного нападения китайцев во главе с Алоки-ханом на страну кыргызов. Народ разогнан по разным странам света, разорен, разграблен, терпит всяческие унижения. В такой критический момент семье престарелого и бездетного Джакыпа, сосланного из родных мест на далекий Алтай к враждебным калмыкам, рождается необыкновенный ребенок, который растет не по годам, а по дням, наливаясь сверхъестественной силой. Быстро распространившаяся весть о появлении на свет богатыря приводит в ужас и калмыков, издевавшихся над кыргызами на Алтае, и китайцев, изгнавших кыргызов с родной земли Алатау. Чтобы расправиться с будущим грозным врагом, китайцы и калмыки предпринимают неоднократные нападения, но их успешно отбивает дружина юного Манаса, сплотившего вокруг себя верных соратников. Кыркчоро, 40 дружинников. Нашествие агрессоров вынуждает кыргызские племена объединиться вокруг богатыря Манаса, которого избирают предводителем 40-племенного кыргызского народа. Возвращение алтайских кыргызов на родину связано многочисленными войнами, где главная роль отведена любимому герою Манасу. Кыргызы вновь занимают свои земли на Тянь-Шане и Алтае в результате победы над войсками Текес-хана, преграждавшего путь из Алтая к Алатау, Ахунбишим-хана, завладевшего Чуйской и Сыкульской долинами, Алоки-хана, изгнавшего кыргызов из Алатау и Алая, Шоу-хана, выходца из Афганистана. Самой тяжелой и длительной была война против китайских войск во главе с Комурбаевым. Великий поход, откуда Манас возвращается смертельно раненым. Вся первая часть эпоса представляет собой описание малых и больших войн, походов. Конечно, в нем есть и эпизоды, повествующие
и о мирной жизни. Самым мирным, казалось бы, должен быть эпизод «Женитьба на Каныкей». Однако и здесь богатырский стиль повествования строго выдержан. Манас прибывает к невесте в сопровождении своей дружины. Сказание о Манасе. Книга 1, 2 серия.